У нас все-таки выборы проходили по традиционному сценарию, да, без использования электронного голосования, ну и прочих новомодных возможностей для фальсификации выборов. Насколько неожиданным для вас кажется результат на выборах в Госдуму? Очень хорошо было заметно, что люди, некоторые, они были готовы голосовать, например, за кандидата Михайлова, но по партийным спискам, скажем, выбирали другие, да, политические организации. Голосов за «Единую Россию» больше, чем за Савастьянова. Поэтому я, значит, в этом смысле вижу как раз то, что вот Михайлов, да, кандидат Михайлов, он все-таки позиционировался как кандидат от республики, кандидат, выдвинутый левыми силами, да, выдвинутый КПРФ, но в том числе и готовый взаимодействовать, общаться с представителями, в том числе других политических взглядов, вот, что мы и осуществили в рамках избирательной кампании. Если мы берем вообще в целом Российскую Федерацию, то ни о какой честности здесь речь не идет. Если мы говорим о Республике Коми, то все равно, я подчеркиваю, да, все равно использовались незаконные избирательные технологии, грязные избирательные технологии, ну, например, мобилизация бюджетников, да, в силовых структур и так далее. Это тоже совершенно не нормальное явление, да, когда их всех чуть ли не автобусами свозят голосовать на конкретный избирательный участок. Кстати, на большинстве из них я выиграл. Когда играешь с шулером, да, всегда он тебя пытается обмануть. Это, собственно, его, как говорится, амплуа такое, да, это его стиль, да, ведения кампании, ведения игры. Поэтому, когда мы, естественно, боремся с партией, которую называют не иначе, как партия жуликов и воров, конечно же, возникают разного рода значит, ситуации, когда они ведут эту кампанию нечестно. Ну, вы сами прекрасно знаете, и грязь лилась на наших кандидатов, и на партию в целом, и на меня как кандидата, вот, разного рода байки, истории глупые, абсолютно не соответствующие действительности. «Голос Республики» будет в Госдуме, и будет все нормально, будет участвовать во всех мероприятиях, во всех действиях, делать так, чтобы Республика Коми, значит, обрела вновь свою субъектность, потому что в последние годы она эту субъектность, с моей точки зрения, утрачивает в связи вот с кадровой политикой, в связи с налоговой политикой и так далее. Я могу сказать, что у нас в Государственном Совете накоплен достаточно богатый опыт как раз подготовки законопроектов, в том числе федеральных законопроектов. Я уже не говорю про инициативу, да, 50/50, по которой 50% налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья должно оставаться в регионах, которые добывают, например, нефть и газ. Я уже не говорю о инициативе, которая подразумевает обязательную замену старых ржавых нефтепроводов. Это тоже федеральный уровень. Да? Мы, собственно говоря, инициативы, значит, наши были направлены на том, чтобы на федеральном уровне эти законы были приняты. Вот. Я уже не говорю о других инициативах. То есть это они есть, они на сегодняшний момент, я считаю, актуальность свою не только не потеряли, но наоборот, они более актуальными стали, особенно после нефтеразлива на Колове, который мы тоже с вами прекрасно видели, наблюдали. Поэтому, конечно, вот эти проблемы мы будем поднимать, решать и добиваться того, чтобы они были приняты. Ну и огромный пакет, естественно, инициатив по социальной сфере, ну и так далее. То есть, в общем-то, об этом можно говорить очень долго. В первую очередь. Отмена пенсионной реформы – это вот ключевой посыл. Да, мои коллеги в Государственной Думе уже внесли, значит, эту инициативу, я ее всячески буду поддерживать и тоже продвигать. Здесь нет речи о смене руководства, ну, по крайней мере, я об этом не знаю. Вот, пленум комитета Коми-республиканского отделения КПРФ соберется, обсудит итоги выборов и, естественно, будет, значит, дальше продолжать свою работу. Я надеюсь, что я сохраню за собой пост первого секретаря Коми-республиканского отделения КПРФ. То есть избрание депутатом Государственной Думы ни в коем случае не подразумевает оставление должности руководителя политической структуры в том или ином регионе.